Всем привет, я Валентина Короли, я фотограф беременных и новорожденных. Я фотографирую с 2015 года, начала карьеру фотографа после рождения сына. Мы перед Новым годом искали именно фотографа, детского фотографа, чтобы сделать новогодние снимки своего сыночка. И, к сожалению, не нашли подходящего фотографа, потому что были именно фотографы свадебные, да, студийные, а именно вот специализирующих на детской съемке не было, чтобы вести ребенка, именно вот не хотелось вести ребенка в большую студию, да, хотелось вот именно того человека, который занимается детской съемкой. И тогда мы решили, мы сами с мужем тогда еще увлекались фотографией, просто у нас была хорошая камера, мы решили сделать сами фотографии, и вот именно фотографии перед Новым годом в новогоднем стиле стало именно вот толчком в мир такой профессиональной съемки, да, после чего мы решили заняться именно вот фотографированием малышей. То есть мы сделали первую съемку сына, нам это очень понравилось и понравилось нашим родственникам. Нам повезло, что именно в этом периоде, в 2014 по 2015 у нас родились очень много племянников, друзья родили, и им очень понравилось, и они начали нас заказывать, ну что заказывать, да, это были бесплатные съемки. И я начала выезжать уже со своими корзинками, делать бесплатные снимки. После, уже спустя где-то 6 месяцев, я поехала учиться в Москву уже профессионально на ньюборн-фотографа. Когда уже сыну было 6 месяцев, я полетела в Москву учиться, посетила мастер-класс по ньюборн-съемке, да, и после этого уже начала брать платные съемки, то есть уже у меня с бесплатного я перешла уже более на коммерческую основу. И то есть это был первый мой мастер-класс в 2015 году, в апреле месяце в городе Москва. Нет, давайте я не буду говорить, кто это был, да, как бы неважно. Так, и сначала я, получается, выезжала на дом, и в ноябре 2015 года я открыла студию, уже специализирующуюся именно на съемке новорожденных и беременных. И работаю уже вот на протяжении 5 лет. Да, 5 лет же. Это вот снимок самой моей первой съемки Newborn. Это наш племянник. Это мы сделали в феврале месяце 2015 года без образования, чисто по вдохновению. Критики очень много, ну тут понятно уже все видно, да, начиная с обработки, заканчивая позой, все тут неправильно. Так, дальше, вот это первая фотография уже после обучения, уже получше фотография, мне более-менее нравится. Эта съемка была вот с этого, самая первая платная съемка моя по ньюборн съемке. Хорошо снято, ну более-менее, уже лучше, видно, что я уже обучилась, но тут я не убрала, как сказать, высыпание, это самая большая моя ошибка. Так, поза, как бы тут я сейчас бы по-другому, конечно, уложила бы ребенка, но для человека, который снял впервые, ну в смысле, для первой съемки вполне нормальный кадр. Это уже чуть позже, да, спустя где-то 3 месяца, это летом я сделала, помню, июль. Тут тоже я почему-то не убрала высыпание на лице, потому что у новорожденных обычно часто встречается высыпание, да, то есть это самое первое, что мы убираем в фотошопе, это вот именно высыпание кожное. То есть ньюборн съемка проводится желательно вот в первые дни, прям буквально вот 2 недели. Это самый идеальный возраст для ньюборн съемки, так как в это время ребенок очень хорошо спит и съемка проходит более спокойно. И, конечно же, это вот дети, да, только-только родившиеся, конечно, человеку страшно брать на руки, да, особенно новичку.
Но дело в практике, конечно, новичкам я советую как бы не экспериментировать сильно много с позами, да, то есть начинать вот с самых простых, в принципе. То есть и тут очень важно именно в работе newborn, чтобы начать чувствовать ребенка, это практика. То есть много-много практики, много-много снимать. Ну, я считаю, не знаю, это лично мое мнение, это надо быть мамой. То есть это тоже очень, я считаю, что очень важный, главный пункт, да, чувствовать детей, и чувствовать именно ребенка. То есть именно для меня, то, что я была мамой, это для меня очень сильно помогло именно в работе в newborn. И, конечно, был страх, я не отрицаю, что я сразу начала их укладывать, конечно, было очень, руки дрожали. И ты понимаешь, что это очень самый главный человек, да, чьей-то жизни, то есть это самое дорогое, что у людей есть, и они доверяют тебе этого человека, то есть это очень ответственная работа, то есть не с бухты-барахты взял, положил, это ты понимаешь, это очень такую большую ответственность перед всеми. И, конечно, у меня руки дрожали, но сейчас, спустя 5 лет, у меня руки не дрожат, я чувствую каждого ребенка, как их укладывать, да, как к ним подходить. Каждый ребенок, он очень индивидуален, и я считаю, что я их чувствую. И могу уже сказать, что я уверенностью могу уложить любого ребенка. Идея фотографирования именно беременных у нас возникла с моей подругой. Мы открыли фотостудию для беременных и новорожденных с моей лучшей подругой, да, Светланой Сибяки, которая является стилистом, визажистом. Мы тогда были как бы просто девочками, мамочками, которые просто увлекались и любили то, что делали. И мы решили открыть такую студию, да, где вот объединились и нашли вот наше общее, это фотографирование беременных. То есть она красит, она подбирает образы, а я делаю фотографии. Мы начали фотографировать беременных с начала 2016 года. И вот наша первая съемка. Вот. И, это вот наша самая первая съемка беременности, уже такого вот, мне она очень нравится, хоть и прошло, да, уже 5 лет, она мне очень нравится. И мы сразу нашли наш стиль, да, мы уже выбрали такой более нежный и такой прям, нам хотелось передать эту легкость, эту легкую, этот самый прекрасный период каждой женщины, именно вот в таком вот стиле, таком нежном, воздушном. И мы уловили проблему, да, в том, что у нас в городе нету таких студий, где бы сразу красили, сразу подготавливали для тебя образ, да, и там же фотографировали. То есть ты приходишь буквально в белье, и тебе это все делают, допустим. Потому что мы были сами мамочками, да, и мы не сделали таких кадров. С ней у нас была такая проблема, нам было лень. То есть это человек беременный, да, вот с животом, надо куда-то идти, что-то искать, находить отдельно визажиста, туда краситься, потом идти в студию. Это очень много энергии забирает. И мы решили вот создать такую студию, где они просто приходят, полностью доверяют, и мы делаем такие вот кадры. И, в принципе, идея очень хорошо была поддержана, да, сказать. И мы уже начали работу. Это вот очень хороший такой круговорот, они, то есть девочки к нам приходят беременными, фотографируются беременными, потом уже они узнают меня, да, начинают мне доверять и уже потом приходят с детьми. Таких определенных сроков фотографирования нет, да, то есть беременности, но мы рекомендуем приходить с 27 по 32 неделю. То есть это такой проверенный срок, когда девушка чувствует себя очень хорошо, да, более спокойно, еще не начала отекать или там не сильно начала прибавлять. То есть есть такая особенность, что мы во время беременности начинаем прибавлять, там у нас что-то в физиологии очень много чего меняется, да. Поэтому вот рекомендуется приходить до 32 недель, но это тоже очень индивидуально, надо смотреть, наблюдать за собой. Бывает, девочки приходили прям в день ПДР. Бывали такие случаи, не чувствуют себя замечательно, но в большинстве случаев, да, вот именно такой период с 27 до 32 недель.
Так, у нас в 2017 году появилась идея фотографировать беременных в образе диснеевских принцесс. И вот наша самая первая работа — это Бель. То есть у нас не было изначально такой идеи, да, фотографировать всех принцесс, то есть это постепенно у нас появлялись такие идеи. Была сначала идея просто сфотографировать Бель, красавицу и чудовище, потому что вышел фильм. То есть в марте где-то месяце, да, и мы решили просто приуроченный к этому дню сфотографировать и понеслась, как говорится, да. И мы итого в течение, наверное, 2 лет, это 2017-2018, мы сфотографировали почти, наверное, всех принцесс, то есть образа. И нас очень часто спрашивают, как вы находили девочек, да, как бы вы их находили, подбирали, то есть, вот честно, точного ответа я не могу сказать, они сами приходили, как-то они сами находились, мы прям смотрели на каждую девочку, думали, вот, Жасмин, или там кто-то, Рапунцель, и вот так вот мы их собрали, и того, да, вроде принцесс не осталось. Вот наши девочки, мы сняли Покахонтас, бывали девочки приходили на обычную съемку, и потом мы их звали на следующую съемку, мы говорили, ты очень похожа на Покахонтас, приходи в следующую пятницу на съемку. И вот так все образы мы со Светой вместе готовили. Вот. Это очень классный период был. Да, принцессы... Нет, не все хотели принцесс, были такие смелые девочки, которые хотели, вот, допустим, злодеек, да, у нас была Малефисента. Очень классная съемка тоже. Так, еще кто у нас был? Круэлла у нас была, да, из злодеек. У нас очень классная была, вот, Фиона у нас была, ага. Так. И вот, получается, моя самая любимая, ну, как бы они все самые любимые, но вот один образ, куда я вложила очень много, как бы сказать, сил, души. Вот это наша Урсула. Мне очень нравится. Честно, такого нету, да, знаменитый человек, не знаменитый. Для меня они все приходят пузатики, да, то есть для меня они просто беременные, каждый. То есть я, когда они заходят, я забываю, что это уже такой популярный человек, да, и начинаю просто работать, разговаривать на такие темы женские, мамские, и все, человек раскрывается, человек тоже забывает, что она вот... И для меня вот, честно, это не могу сказать, что есть какая-то трудность, знаменитый человек или там обычный человек. Я вот их так не делю. И я всегда на съемках разговариваю с девушками, разговариваю о их детях, не знаю, разговариваю про их роды, про то, как протекает беременность. Мне самой это очень интересно, не знаю почему, но и я очень люблю именно общаться, и в процессе общения они очень хорошо раскрываются и забывают. Конечно, они стесняются, кто не будет стесняться, да, стоя в белье в одном, и там вот незнакомый человек начинает позировать. Поэтому я очень много говорю. То есть, наверное, это одна из моих, можно сказать, приемов или фишек, да, работы. Я просто разговариваю. Как найти свой стиль? Наверное, просто надо снимать то, что тебе нравится. И это, наверное, и есть твой стиль, допустим. Вот там, то есть где-то как-то искать, там прям делать какие-то... Сильно задумываться, мне кажется, тут не надо, просто надо делать то, что тебе нравится. И постепенно уже будет выходить, то есть будет уже виден твой почерк, да, твой стиль. Допустим, мне очень нравятся именно нежные кадры, да, вот именно когда какие-то вот чувственные кадры. Вот я не могу сказать, более такие легкие. Но это, конечно, со временем меняется, то есть меняется время, да, то есть она очень быстро меняется мода, и допустим, и получается, и меняется стиль. Но вот это вот сам стержень, мне кажется, остается. Допустим, я в начале 2015, в начале своей карьеры, я никогда не думала, что я буду снимать ЧБ кадры беременности. Я думала, черно-белый кадр и беременность — это типа что-то нереально несовместимое. Но спустя 5 лет я очень люблю черно-белые кадры. Вот. И в последнее время я вот
очень много снимаю черно-белые кадры. И девочки тоже просят, то есть это пришла мода черно-белых кадров, поэтому я тоже, получается, поддалась этой моде. Мне очень нравятся черно-белые кадры сейчас. Но снимая черно-белый кадр, я думаю, что я все равно сохранила вот свой стиль, да, более такой нежный, наверное, хоть и тона такие темные. Но как человек, да, фотографирующий детей, меня очень вдохновляют дети. Вдохновляют мои дети, то есть делать какие-то, ну, именно делать такие кадры бесценные, можно сказать. Я как сама мама, да, то есть для меня очень ценные вот именно кадры в ожидании, когда я жду своих детей этот период, да. И я считаю, что у меня, как я и начала фотографировать сына, как он меня вдохновил, и он по сей день, хоть ему сейчас 6 лет, он меня и вдохновляет. Также я очень люблю смотреть фотографии зарубежных фотографов. Их очень много. Я как бы через Инстаграм, да, то есть я подписана на очень многих фотографов зарубежных, которые я каждый день листаю. Я могу даже не запомнить их имена, но листая, как бы я беру оттуда вдохновение, какие-то идеи. Вот. Мне очень нравится сейчас фотографии лайф-фото, да, то есть более такие жизненные. Я сейчас больше дома увлекаюсь фотографированием своих детей, именно они у меня уже выросли, и я их фотографирую в стиле лайф, то есть домашние процессы, да, мне очень нравится, как фотографировать их будни, как они играют, кушают, то есть это тоже появилась такая некая любовь к такой съемке, да, лайф-фото. Конечно, это не коммерческая съемка, то есть такие съемки платно не делаю, но для души я люблю именно фотографировать своих детей в стиле лайф-фото. Да, то есть до года они сидят, очень часто, что дети не ходят, и они сидят, то есть именно поэтому я фотографирую до года. А как дети уже пойдут, они встают и уходят, и все. То есть там надо будет как-то их психологически как-то вот так вот держать, но это очень сложно. Тут я уже не смогу, считаю, что я не смогу контролировать процесс, надо будет родителям это контролировать. Вот. А после 3 уже можно как-то конфетка чуть-чуть, так я тебе сок дам, вот так вот бывают такие эти. Да, шантаж. Ага. Ну, хотела бы дать совет новичкам, те, кто хотят связать свою жизнь с фотографией, никогда не останавливаться, да. Конечно, поначалу будут неудачи, там что-то будет не получаться, возможно, вам будут не нравиться ваши работы, но это дело времени и дело вашей практики, то есть фотографируйте, пробуйте себя в разных стилях, да, и вы непременно найдете что-то свое. Так, спасибо большое Смарт-библиотеке за приглашение, за участие на таком очень интересном проекте. Подписывайтесь на канал Смарт-библиотеки. Всем пока!